Топ-3 проектов власти созданы показать, что в Казахстане есть демократия. Номер 3. Незарегистрированная партия ХАК «Халка Адал Казымет». Лидером данной инициативы была поставлена Тухжан Кожалиева. Она же является супругой родного брата депутата Бекбулата Тлеухана. Движение создавалось под парламентские выборы 2021 года. Однако свернулось, так и не набрав достаточно сторонников. Номер 2. Незарегистрированная партия Ельтрега, лидер бывший министр труда и соцзащиты, бывший мажилисмен Нуржан Альтаев. Провалив работу в 2 министерствах, Альтаев превратился в сбитого летчика, которого отправили сначала в Мажилис, а потом и вовсе решили использовать в качестве декоративного оппозиционера. Альтаеву разрешают проводить митинги и всякие собрания, чего реальным оппозиционерам никогда не светит. Для вашей семьи 20 тысяч хватит месяц содержать? Я думаю, что этого достаточно. Номер 1. Незарегистрированная ДПК «Демократическая партия Казахстана». Лидеры Жанболат Мамай, Инга Иманбай и бывший дипломат, бывший секретарь Совета безопасности Тулеген Жукеев. Последний является куратором этого проекта. Авторитетные оппозиционные деятели, такие как Барлык Мендегазиев и Серикжан Беляш-Улы, уже давно убедительно доказали продажность данной партии и ее лидеров. Рұқсат алған, Қазақстанда демократия бар деп батысты алдау үшін біздің биліктің қолдан жасаған клоуны. И тогда я понял, что именно Жанболат Мамай является проектом, массимовским проектом Аккорды, что он работает в тесном контакте именно с Комитетом национальной безопасности, под прикрытием Комитета национальной безопасности. Для меня все это стало ясно. Игнорировать эти факты уже нельзя, поэтому сегодня все больше людей уходит из ДПК, в котором остались лишь несколько проплаченных активистов.